вступать в драки, а только какие-то толчки осуществлять с тем, чтобы выдавить украинских моряков. Был, по-моему, инцидент, когда были применены камни, кто-то бросил, но, в общем, никаких ранений, никаких более жестких травм нет. Крымский журналист Александр Денисенко. Политический обозреватель газет «Крымская правда» Николай Филиппов считает, что ситуация в штабе ВМС Украины вскоре нормализуется, но куда более серьезные проблемы могут возникнуть в части Феодосии. Думаю, что это просто вот эйфория от принятия решений вчера вызвало такой эмоциональный подъем, который мог к этому привести. Это не может быть штурм в полном смысле слова, потому что это даже не воинская часть. Гораздо более проблемная воинская часть находится в Феодосии. Там находятся морпехи, бойцы с хорошей подготовкой, настроение в части равное, но по большей части они даже вот как раз и не общались, они даже настроены, что войско будет, то есть они там крымчан много. Но они не могут дослушаться командиру. А командир исключил от всех внешних воздействий, то есть он принимает только из Киева приказы, как бы, и вот не слушает ни радио, не смотрит телевизор. Он, в принципе, говорил даже о том, что он не будет препятствовать, если кто-то захочет выйти, но просто всех бойцов предупредил о том, что это сделает, он станет преступником, и против него будет открыто уголовное производство, как заявил по украинским законам. Что на руководствует только Киеве. Там могут быть проблемы какого рода, поскольку сейчас идут один за одним провокационные приказы из Киева, далеко не все они озвучиваются в прессе. Они могут просто отдать приказ воевать, а он пойдет воевать. Это такой командир, который приказ выполнить не задумывает. И вот это, конечно, очень страшно, потому что человек на самом деле он не брат, вот он попал в такую ситуацию. Николай Филиппов. Стрелок, накануне убивший украинского военного и бойца самообороны в Симферополе, до сих пор не найден. В МВД Крыма не исключают, что обстрел был спланированной провокацией. Об этом Бизнес ФМ заявил и зампред Верховного Совета Крыма Сергей Цетов. С ним беседовала Дарья Горшова. Расследуется ситуация. По той информации, которую мы имеем, все по накатанной происходило приблизительно так, как в Киеве. То есть один человек стрелял и в одну сторону, и в другую сторону. И на сегодняшний день мы считаем, что это провокация. Работают наши правоохранительные органы. Думаю, что сегодня, завтра они дадут более исчерпывающую информацию по этому случаю. Говорят, что снайпер этот пойман и что он из правого сектора. Ну, вот я так понимаю, что таких подробностей неизвестно вам. Да, я думаю, там этот правый сектор тоже демонизировать не сильно надо, потому что не такие уж они там, их показывают. Сейчас мы еще читаем, что начальник Генштаба Вооруженных сил Украины проинформировал российскую сторону, что украинские военные в Крыму получили приказ в случае угрозы их жизни применять оружие. Известно ли что-то вам об этом? Есть ли какая-то реакция на такое право на оружие вообще среди населения? К счастью, авторитет нынешнего руководства Украины, он очень низкий. Они могут приказания давать, в том числе давать приказания штурмовать коммунпротивника или что-то в этом роде. Но как это будет исполняться, я думаю, что не будет исполняться. Все-таки военнослужащие украинской армии, которые находятся в Крыму, они понимают такие две вещи. Первое, что они не войдут в историю как защитники Украины, они войдут в историю как убийцы мирных граждан, это не так произойдет. И второе, у них в этом случае не будет никаких шансов выбраться из Крыма. Зампред Верховного Совета Крыма Сергей Цетов. Арсений Яценюк тут же отреагировал на сообщение о стрельбе, заявил, что крымский вопрос переходит из политической в военную стадию и возложил ответственность за это на российскую сторону. Премьер Крыма Сергей Аксенов, выступающий сегодня в Госдуме, сказал, что юго-восток Украины нуждается в поддержке со стороны России. Уверен, что Российская Федерация сможет защитить своих людей, добавил Аксенов. Верховный суд вернул лицензию петербургскому информагентству «Росбалт». В прошлом году Мосгорсуд по жалобе Роскомнадзора закрыл издание. Поводом стало появление на портале двух видеороликов с нецензурной лексикой, один из них клип панк-группы «Pussy Riot». Причем на страницах были размещены лишь ссылки на YouTube. После прекращения Роскомнадзора Росбалт ссылки удалил. Но надзорное ведомство отобрало лицензию за нарушение закона об обранной лексике в СМИ. Комментирует адвокат Росбалта. Следующий оказались. А? Следующий оказались. Это только звонок твоему телефону зашел. Дальше твоя не просто. А? Дальше твоя не просто.